В преддверии празднования Международного дня памятников и исторических мест, который ежегодно отмечается во всем мире 18 апреля, мы посетили музей «Слава госпиталя», расположенный в Доме детского творчества города Канаша, а также музей боевой славы 140-й стрелковой дивизии в школе номер 3. Здание Дома детского творчества является объектом культурного наследия регионального значения. В нем в годы Великой Отечественной войны размещался эвако-госпиталь номер 3070 общехирургического и терапевтического профиля. Госпиталь базировался в зданиях школ номер 2, сейчас Дом детского творчества, и номер 13, ныне школа номер 8. Всего в годы Великой Отечественной войны на территории Чувашии было развернуто 17 эвако-госпиталей на 3100 коек, где днем и ночью трудилось свыше 700 медицинских работников. Более половины раненых воинов были возвращены в действующую армию. 7 мая 1986 года на базе Дома детского творчества в городе Канаше был открыт музей «Слава госпиталя», первым руководителем которого стала учитель истории школы номер 1 Нинель Соловьева. Под ее руководством по всем уголкам страны были разысканы военнослужащие, проходившие лечение в госпитале, медицинский персонал и родственники бойцов. Помещение эвако-госпиталя – это вновь построенное для школы накануне войны, но не сданное в эксплуатацию каменное двухэтажное здание. В госпитале размещались 6 палат по 16 коек и 4-местный изолятор, 2 операционные, перевязочные, физиотерапевтические и гипсовальные кабинеты. Госпитальный комплекс также включал в себя приемный покой, котельную, столовую, аптеку, ленинский уголок, кабинеты администрации и канцелярии. Отопление здания было паровым, а водоснабжение – водопроводное. Главным хирургом назначен врач из Минска Самуил Руштейн. В госпитале номер 3070 работало более 80 медицинских работников. За весь период Великой Отечественной войны через сеть военно-лечебных учреждений Чувашии прошли 72 158 человек, из них раненых 57 145, больных 15 013. Благодаря самоотверженному труду медицинских работников в годы войны эвакогоспиталям республики по всем контингентам раненых и больных было возвращено в действующую армию около 60%, отправлено в отпуск 5,5%, уволено в запас 20,5% от общего числа поступивших раненых и больных. Летальность в эвакогоспиталях Чувашской республики составила 0,6%. Более 16 тысяч бойцов и командиров излечились от ран в канашских госпиталях. 279 похоронены в 11 братских могилах на Канашском кладбище, которые внесены в реестр объектов культурного наследия Чувашии. В шкафу представлены медицинские инструменты тех лет. Наталья Золотова, директор Дома детского творчества, рассказала об истории музея «Слава госпиталя». Ну, как правило, любой музей не хвастается своими экспонатами, желая все это сохранить. Но у нас немало интересных экспонатов, которые, в общем, интересны детям. И взрослым, кстати, тоже. Поскольку найдены при раскопках урочища Михайловщина Ярцевского района Смоленской области советского солдата каска, саперные лопатки, гильзы, и детям это, конечно, очень интересно. Пока они письма и альбомы они не так, наверное, воспринимают, но самые настоящие экспонаты военного времени им очень интересны. Как пополняется наш музей? Ну, чаще всего это внук одной операционной сестры, которая работала в годы войны в нашем госпитале, Маркова Алевтина Ивановна. Внук, являясь членом российского отряда поискового, он, в общем-то, поспособствовал пополнению нашего музея военными экспонатами, чему мы очень рады и благодарны ему безмерно. Таким образом, мы пополняем ряды наших экспонатов. Ну, бывает, вот я, например, недавно приняла участие в круглом столе в Москве по вопросам как раз работы школьных музеев. Наш музей «Слава госпиталя» прошел регистрацию на федеральном портале и, в общем-то, получил статус школьного музея, то есть музей расположен в образовательном учреждении. На этом круглом столе мы обсуждали как раз вопрос работы музеев, подобных нашему, и делились опытом работы, и я рассказывала о своем опыте. Что интересно, все участники круглого стола имели отношение к нашему городу, к нашей истории. Ну, история у нас одна с вами, да, история России, история Великой Отечественной войны. И
в подарок я привезла с этого круглого стола 2 кусочка колючей проволоки. Одна советская, основа состоит из 2 тонких проводов, и такие редко расположенные, ну, как колючки, как дети обозвали их. А другая немецкая. Основа более плотная, 4-гранная, и колючки расположены очень часто-часто. Дети теперь с удовольствием, я пытаюсь у них узнать, как вы считаете, кому принадлежит та или иная колючая проволока. Рассказываю об истории вообще возникновения, где ее впервые использовали. Использовали ее в Америке, когда огораживали поля от пастбищ скота. И потом уже вот во время войны начали фашисты использовать в концлагерях. И, в общем-то, целая история. 2 кусочка проволоки, они о многом рассказывают, уже целая история этого экспоната. Здесь вот вы видите, как раз представлены у нас горные барабаны, потому что это отдельная страница работы нашего госпиталя, когда ребята, школьники, канадские школьники прибегали в госпиталь и как могли, чем могли, помогали бойцам. Они писали за них письма, поскольку наш госпиталь специализировался на ранах верхних и нижних конечностей. Конечно, не все могли держать карандаш, ручку, и ребята помогали писать им письма, показывали концерты. Как рассказывал Кустарин Владимир Карпович, он говорил, что лучшей наградой за наши все старания и выступления был кусочек сахара, поскольку конфет тогда не было, и поэтому раненые старались отблагодарить как-то детей. И они, конечно, все свое творчество, полученное в школе, речевки, бывает, говорит, ну мы все, и пели песни без музыки, и читали выразительно стихи, и такой вот мини-концерты показывали в госпитале. Поэтому мы решили, что эти экспонаты пионерские обязательно у нас должны быть. Мы будем развивать музей. Очень видим перспективы его развития в том, что сейчас мы создали группу ВКонтакте на сайте нашего учреждения, на новом сайте. Также будет страница, посвященная музею, поскольку современная жизнь располагает тем, что в интернете можно найти информацию о музее, и родственники раненых бойцов, есть еще вот такие родственники, которые хотят найти хоть какие-то следы с боевого пути своих дедов и отцов. Поэтому мы очень рады, когда к нам обращаются. Совсем недавно, 2 месяца назад, приезжали из Санкт-Петербурга, из Мариэл, родственники одного бойца Клубкова, лечившегося здесь от ран. И каково было их удивление, когда они в журнале нашли у нас фамилию, имя, отчество своего деда, и сходили на городское кладбище, и в 6-й братской могиле нашли также высеченную его фамилию. В общем-то, слез было тут немало. Кроме этого, через интернет нас нашла внучка Стасева Алла Борисовна, проживающая в Ростове-на-Дону. Здесь также излечился от ран ее дедушка, и она, в общем-то, много искала, нашла материала в Центральном военном архиве, и она вышла на нас исключительно, прочитав одну из научных работ школьников 8-й школы. И она заинтересовалась, и, в общем-то, у нас с ней установились такие отношения добрые, теплые. Она работает врачом и очень много написала уже о нас и в международном журнале, и сейчас готовит к выпуску книгу о госпиталях города Канаша. Вы представляете, как это здорово, как это интересно. И когда она первый раз позвонила, взволнованно говорит, вот ваш Ротштейн спас моего деда, когда его сняли с поезда, у него начиналась гангрена, ему, к сожалению, ампутировали ногу, но он остался жив. Вот, и, в общем-то, прожил до глубокой старости, и она такой знак благодарности так горячо отзывалась о нашей работе.
Я думаю, вот ради этого стоит, наверное, работать и продолжать эту работу по поиску, по освещению работы музея, исторических каких-то сведений. Ребятам я рассказываю в форме вопросов, как-то стараюсь пробудить у них интерес к изучению истории, спрашиваю их вот предназначение тех или иных экспонатов. Они, в общем-то, правильно предполагают, для чего солдату нужна лопатка, почему котелок имел такую форму, почему фляжка такая вот из металла. И, хотя вот первые фляжки были даже стеклянные. И, в общем-то, у них такой живой интерес. И я всегда их напутствие такое высказываю, чтобы они изучали историю своей страны и, в общем-то, знакомились, побольше обращали внимание, смотрели фильмы, читали книги, чтобы тоже знали. Уроки мужества мы проводим, как правило, в сентябре, поскольку патриотическое воспитание, оно, как показала наша с вами жизнь, что это очень важно, чтобы дети понимали, ценили, знали, кто победил в этой войне, были патриотами своей страны. Это не берется из ниоткуда. Надо над этим работать, надо с детьми разговаривать, не просто на уроках, и родители тоже должны проводить соответствующую работу. Это очень важно. Как показали последние события в стране, очень важно быть патриотом своей страны, своего края, своего города, своей маленькой деревни. Светлана Глушкова, Владислав Васильев. Навстречу празднику!